В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Развитие науки и среднего специального образования в республике тесно связано с ее социально-экономическим потенциалом и направлено на формирование конкурентоспособного человеческого капитала. Ключевые направления включают в себя разработку новых образовательных моделей, повышение профессионализма преподавателей и внедрение передовых практик. Такова тема разговора на сегодня. Наш гость в студии Михаил Присяжный, заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Расскажите, на днях в Якутске прошел научно-экспертный форум «Арктика», да, вот территории стратегических исследований. Расскажите вот про итоги, вызовы, как прошел форум. Ну, форум важный. Почему? Потому что у нас, у республики, есть действующие соглашения с сибирским отделением РАН и с дальневосточным отделением Российской академии наук. И есть интересы общие. То есть есть те тематики, которые необходимы для развития республики. Понятно, что часть этих исследований может выполняться научными коллективами вузов и научных организаций, которые здесь в республике работают, но в то же время есть компетенции, за которыми нам нужно обращаться к другим коллегам. И поэтому вот буквально совсем недавно, да, у нас на площадке Академии наук Республики Саха-Якутия состоялось обсуждение по 4 блокам. 4 блока какие были? Это вопросы логистики. Все, что касается транспорта, всех изменений, включая наши с вами усилия железных дорог Якутии, которые новые, да, транспортные коридоры строят. Были специалисты, которые эти моменты обсуждали. Мне лично очень запомнилось и считаю принципиально важным с возможностью выхода на федеральный уровень. Это вопросы вечной мерзлоты, многолетних мерзлых горных пород, вопросы, касающиеся системы мониторинга. Институт мерзлотоведения и его коллеги, специалисты очень серьезно здесь продвинулись и тоже обсуждали эти моменты. Далее это вопросы социальной работы, подготовки кадров, человеческого капитала, поскольку кроме того, что мы с вами планируем, делаем прогноз потребностей, да, кого-то готовим, мы также должны понимать, как люди на это реагируют, куда они должны идти работать, чему учиться. Ну и вопросы, касающиеся комплексных научных исследований. Поэтому, кроме, значит, сибирского отделения Дальневосточного, были представители президиума самой Российской академии наук. И считаем, что эффективно, поскольку есть тематики, есть коллективы и есть совместная работа в будущем. Вот в этом году страна отмечает 85-летие системы среднего профессионального образования. Участвует ли наша республика вот в федеральных проектах, да, и по среднему профобразованию? Да, ну действительно дата знаменательная, 85-летие системы СПО в стране, 1940 год. И сейчас вновь СПО очень актуально для страны, поскольку очень много новых проектов, много предприятий, фабрик, заводов создается, строительство, многие производства на новом уровне. Поэтому, конечно же, мы активно участвуем. Это и создание мастерских, их уже более 100 создано. И вот буквально 2 октября как раз с этого года Айсен Сергеевич Николаев и представители Миндаль Восток развития одновременно открыли в 10 колледжах более 20 современных мастерских. Ну и мы, конечно же, очень активно участвуем в федеральном проекте «Профессионалитет». Это был эксперимент. Сейчас профессионалитет – это уже часть федерального закона об образовании, который вот был буквально в июле 2025 года, внесены туда изменения. И профессионалитет как форма организации среднего профессионального образования, когда кластеры создаются вместе с предприятиями, и предприятия не просто участвуют в подготовке образовательных программ, в организации производственной практики, но предприятия должны участвовать и в управлении образовательными организациями. Соответственно, фактор полного доверия, чтобы по итогам у нас были и люди хорошо были подготовлены, и они были хорошо трудоустроены. Как раз о проекте «Профессионалитет». Гарантировано ли, что все участники, которые принимают участие в этом проекте, будут трудоустроены? Ну, здесь несколько гарантий. Получается, своего рода 3 ключа. То есть государство, образовательные организации и работодатели. Они вместе работают на одних площадках. И вот уже упомянутом мной изменении в федеральном законе об образовании вот этого года, там, в частности, в том числе прописано, что и демонстрационный экзамен стал частью федеральных образовательных стандартов уровня среднепрофессионального образования. То есть работодатели составляют большинство экзаменаторов, которые проверяют практические навыки на выходе. Ну и, конечно, гарантии трудоустройства, кроме самого качества подготовки, да, и обучения на современных мастерских, вместе с работодателями, это является заключение целевых договоров. То есть важно сразу при поступлении, и мы к этому стремимся, чтобы ребята сразу заключали целевой договор и дальше имели
уже гарантий своей будущей работы. А коснутся ли изменения Конституции в Республике Саха-Якутия, которые сейчас обсуждаются по теме среднего профессионального образования? Да, тоже вопрос очень обсуждаемый. Дело в том, что мы с вами привыкли, большинство жителей страны и республики, мы живем в парадигме НПО, начальное профессиональное образование, то есть это училище, лицеи, рабочие профессии. СПО, среднее профессиональное образование, это уже высококвалифицированные специалисты среднего звена. ВПО, высшее профессиональное образование, и ДПО, дополнительное профессиональное образование. Но федеральный закон об образовании 2012 года очень много изменил. И вплоть по настоящее времени, тоже, наверное, обратили внимание больше, конечно, молодые люди, о том, что понятия ВПО давно нет. То есть в стране есть высшее образование вместо высшего профессионального образования. И все университеты, академии, институты давно эту форму изменили. Ничего от этого не произошло. Какие стандарты были, какие образовательные программы были, они так и реализуются. И сейчас, собственно, в Конституции будет записана как раз гарантия, общедоступность этого высшего образования на конкурсной основе. Только изменение терминов. В части НПО немножко другая ситуация. НПО традиционно в нашей стране это училище, лицеи, это начальная подготовка, короткая, которая завершается присвоением квалификации рабочих, разрядов, и дальше можно было идти работать. Этого уровня тоже в стране уже с 2012 года нет. Он является частью среднего профессионального образования. СПО осталось, и, соответственно, в Конституции Республики в этой части идет уточнение. То есть НПО уходит, поскольку уровень СПО остается, он также общедоступный, он тоже гарантирован, и все колледжи, техникумы, работающие в нашей республике, и все почти 8 тысяч бюджетных мест, которые ежегодно республика выделяет для обучения молодых людей, они у нас остаются. И здесь очень важно, что в программах СПО ведь запакованы рабочие профессии, которые ранее были уровнем начального профессионального образования. То есть каждый выпускник СПО, кроме основного диплома специалиста, он получает также 2-3, иногда даже 5 еще и рабочих профессий одновременно. То есть это формат современный, который позволяет как раз легче адаптироваться на рынке труда. Раньше эту процедуру приходилось уже делать непосредственно на рабочем месте. Поэтому и говорили, что доучиваются, то есть приходит с дипломом и доучивается. Сейчас вместе с работодателем сразу на этапе обучения в колледже или техникуме ребята получают сразу и рабочие профессии. А что, говоря про меры поддержки, получают ли студенты у нас организации среднего профессионального образования какую-то поддержку? Да, конечно, это все-таки государственные гарантии, они и Конституцией гарантируются, и законами федеральными, и республиканскими в части образования. То есть это бесплатность, общедоступность, это бюджетные места, которые выделяются, это стипендии, стипендиальное обеспечение, это меры поддержки отдельным категориям, это те, кто у нас, например, сироты, многодетные семьи. Мы знаем, что много достаточно мер поддержки, связанных и с теми, кто на платной основе поступает. Есть такое соответствующее решение на уровне региона. Но и все-таки мы движемся с вами в проекте «Профессионалитет», то, что происходит на федеральном уровне, используем максимально. Уже у нас несколько кластеров таких выстроено. И, что очень важно, здесь есть возможность получать дополнительную поддержку и от работодателей. То есть задача на уровне страны поставлена такая, чтобы работодатели как можно раньше оформляли не просто целевой договор и гарантировали трудоустройство в будущем, но и привлекали ребят на оплачиваемую производственную практику, могли выплачивать дополнительные стипендии. То есть таким образом есть возможности очень хорошо получать поддержку. Это во время практики, или уже после договора? Нет, я же говорю, что желательно, конечно, чтобы прямо на первом курсе целевой договор заключался, потому что тогда у предприятия, получается, предприятие относится к этому студенту как к своему будущему работнику. Соответственно, это оплата не только самой производственной практики, но и вопросы, касающиеся, например, специальных стипендий, именных стипендий. Наверное, не всех направлениях затронет, да? Зависит, конечно, от рынка труда, то есть где более всего востребованы специалисты. Может быть, расскажите, какие еще события нас ждут в сфере среднего профессионального образования до конца этого года, что-то, может, интересное? Много все время происходит. Буквально вчера было прекрасное событие, правда, мы подключались онлайн. Это Хандега, горно-геологический техникум, представители предприятия «Полиметалл» и администрация муниципального образования Тампонский Улус-район открыли новую лабораторию.
Лаборатория, понятно, что ГГТ это достаточно оснащенное современное учреждение, ему всего 15 лет будет, но новая компания пришла работать в этом регионе республики, и она активно помогает в том, чтобы школьники в период обучения в старшей школе, это как раз продолжение инициативы Айсена Сергеевича по проекту «Моя первая профессия». То есть, обучаясь в 10-11 классе, представители 4 школ Тампонского УЛУСа на базе горно-геологического техникума освоят 3 как раз рабочие профессии. Это, соответственно, лаборанты, в том числе пробирного анализа, спектрального анализа и химического анализа, что звучит, наверное, более традиционно. И из того, что нам еще предстоит, это, конечно же, мы будем переживать за наших ребят, которые представляют тех, кто стал победителем регионального этапа Олимпиады возможностей. Это чемпионат профессионального мастерства «Билимпикс» для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Значит, в конце октября, с 30 октября по 2 ноября состоится федеральный финал в Москве. Ну и из ближайшего совсем 30 октября 2025 года город Якутск, исторический парк «Россия. Моя история», анонсирую первый фестиваль профессий. Вот говорят, значит, есть, мы с вами знаем, для школьникам очень известна «Россия. Мои горизонты», а здесь мы назвали «Якутия. Мои горизонты». Получили поддержку внутри республики и у федерального центра. Приглашаем максимально прийти и посмотреть свои возможности. Вот вы сказали про оснащение оборудованием, да, лаборатории новые открылись. А где вот в ближайшее время, вот недавно, может быть, открылось, и насколько это важно вот сейчас? Ну, смотрите, из того, что недавно, я говорю, что даже не хватило возможности куда-то выехать. Поэтому даже онлайн пришлось подключение делать, потому что у нас было 10 точек. Для меня, например, знаково, что в этом году подключился у нас Сангарский многопрофильный лицей. Там открыты новые мастерские. Я считаю, это важно, поскольку там есть люди, которые там проживают, и для них это возможность получить образование на месте. А в целом мы за последние 6 лет открыли мастерские, их более 100, современные мастерские. Это и не только по национальному проекту образования, но последние 3 года это исключительно в рамках единой президентской субсидии президента страны совместно с Миндаль-Восток развития. Поэтому у нас сейчас и Мирный, и Ленск, и Сунтар, и Нюрба, и Вилюйск, и Верхневилюйск, и в ту сторону, вплоть до Харбалаха, до Чурапчи, и теперь вот еще и Хандыга в этом году. Кроме того, что я сейчас сказал, например, они же до этого еще и в этом году, 2 октября, еще и открывали мастерские в рамках Миндаль-Восток развития. И, конечно же, мы очень довольны, что удалось уже 2 раза подряд это создание мастерских на северах. То есть это Черский, это у нас Верхоянск, Батагай, это Жиганский, это Тикси. Поэтому все-таки это позволяет получить образование рядом с домом на очень таком хорошем оборудовании у высококвалифицированных специалистов. Спасибо, Михаил Юрьевич, что сегодня пришли, уделили время, рассказали такую подробную информацию. Спасибо большое. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.